Здравствуйте, мои дорогие. Вот моя клиентка из Украины мне прислала сегодня вот такую вот колоду сюда, в Германию. Это колода чисто украинская, очень красивая. Мне вообще очень понравилась. У нее вот такая есть инструкция. Правда, инструкция, ее можно скачать в интернете по QR-коду, который на дне коробочки. Вот, смотрите, значит, видите? Вот так это все еще и прямое, и перевернутое значение. Тут все есть. Ну, колода, конечно, вот расписана от и до. То есть каждая карта имеет значение в том плане, что либо какая-то вот монумент Украины, либо какая-то личность в Украине, которая там значимая фигура, да. То есть именно вот так вот сделали колоду. Мне очень понравилось, очень красиво. Карты хорошего качества. Сейчас я вам покажу, как выглядят такие карты. Потом мы с вами еще сегодня, конечно, сделаем шорт, расклад на этой колоде. Я думаю, что будет интересно всем. Вот видите, тут такой вот QR-код. Вот. Так что давайте вот рассмотрим наши карты с вами. Но я, конечно, каждую пояснять вам не смогу, потому что это очень много пояснять. Это был бы очень большой, там, не знаю, гайд, урок, да, по Таро, да, еще и со всеми личностями, со всеми там фигурами значимыми. Вот. Но колода вот реально, вот смотрите, прям очень приятные карты, вот прям очень такие качества хорошие. Единственное, они лежали не по порядку, вот, поэтому, посмотрим просто, как выглядит. Вот. Многих вы, возможно, уже узнаете, да, многих. Может быть такое, что вот это вот мне кажется, это паночка из Вия Гоголя. И сейчас я даже хочу найти вот это жезлы, королеву жезлов. Мне просто даже интересно, что там про королеву написано. Давайте глянем. Точно, я ее узнала правильно. Смотрите. Значит, герой повести Николая Гоголя Вий. Видите? То есть это у нас наша паночка. Вот. И тут слова все ключевые указаны. И все тут, видите, ведьма такая. Ведьма она. Паночка ведьма. Вот. Ну, классно сделано. Вот. В общем, очень это интересно, то, что вот сидели люди и все это составляли, понимаете, и рисовали, и делали. Но это же столько труда вложено в такую вот красивую колоду. И вот тут вот, видите, двуличный человек, шпион. Так интересно это вообще прям. Все в таком стиле необычном сделано. Вот видите, опять Гоголь. Видите, опять Гоголь. Звезда. Вот. Вечера на хуторе близ Диканьки. Тоже интересно, видите? Вот. Это вообще. И это вообще, мои дорогие, баскетбольный мяч. Вот символов еще много, да? Это все читать мне. Читать надо. Изучать надо. Все это надо, это вот такой стол богатый, туз кубков. Тут жезлов подсолнухи, тоже символ богатства и процветания, да? Ну вот я как считаю, что это вообще невероятно сделано. Я бы, вот знаете, еще в стиле таком же абсолютно несколько колод бы обязательно купила. Именно вот сделанных в подобном стиле. Это же, свой стиль вот у создателей. Неповторимый какой-то совершенно. Других таких нет. Понимаете? Это уникальная колода. И ее не так-то просто приобрести, особенно когда живешь в Германии. Вот поэтому мне моя очень добрая клиентка, очень хороший человек, вот прям выслала
в подарок ее. Смотрите. Мне очень нравится качество, очень. Вот бумаги, я не знаю, картона, да, я не знаю, прям приятно. Шикарная колода. Шикарная, мои дорогие. Конечно, если вы захотите, можно потом все-таки поговорить про карты. Ну вот если вы захотите, потому что я сколько ни пыталась, никто не слушает. Может, я нудно рассказываю, такое тоже бывает. Давайте для вас карту достану. О, влюбленные, аисты, смотрите. Это очень хороший символ. Во-первых, у вас идет перемена в личной жизни или укрепление отношений, может, прибавление в семье, да, в скором времени. Союз какой-то крепкий, важный союз. Может, переезд в новый дом, покупка новой квартиры, нового дома или аренда. Шикарная карта. Вот вам повезло, что вы посмотрели. Ну вот такой у нас небольшой обзорчик я сделала. Спасибо за внимание. И сегодня я хочу вот на школе Таро сделать шортс. И может быть расклад даже. Смотрим, как успею.